Центр опережающей профессиональной подготовки кадров в сфере образования открылся в Башкортостане. Это единое окно не только для школьников, их родителей и преподавателей, но и для всех желающих. Обсудим детально прямо сейчас вместе с гостем программы интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами Кира Галямова, директор Центра опережающей профессиональной подготовки. Кира Валерьевна, здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое, что вы нашли время и рассказать нам все детали. Ждем подробностей. Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Башкортостан открылся 18 декабря. Мы находимся в городе Уфе по адресу проспект Октября, дом 4. Наш центр открылся в рамках национального проекта образования. В 2018 году по итогам поездки в Свердловскую область президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин дал поручение об открытии 100 центров опережающей профессиональной подготовки до 2024 года. В прошлом году Министерство образования Республики Башкортостан выиграло грант на создание центров, и вот в этом году наш центр открылся. Несмотря на то, что мы открылись только 18 декабря, распахнули двери, мы работаем уже с апреля, и у нас есть определенные достижения. Центр опережающей профессиональной подготовки, как вы уже сказали, действительно является единым окном доступа к профессиональному образованию в нашем регионе. Мы работаем для всех категорий граждан, для школьников в рамках профессиональной ориентации, помогаем выбрать им будущую специальность. Для студентов мы работаем именно в сфере опережающей профессиональной подготовки, потому что сегодня технологии меняются очень быстро, и к тому моменту, когда студент выходит после окончания колледжа, те знания, которые он получил, могут уже устареть, потому что 4 года – это достаточно большой отрезок времени. Поэтому мы работаем в том числе на переработку программ, профессиональных модулей в рамках основных образовательных программ, которые реализуются в колледжах. Также мы работаем и с гражданами, в том числе с гражданами предпенсионного возраста, для того, чтобы продлить профессиональное долголетие. Ну и также, конечно же, работаем с компаниями в сфере подготовки кадров под запрос конкретного производства. И мы очень рады будем работать именно с инвестиционными проектами, которые приходят к нам в республику сейчас в большом количестве. Про инвестиционные проекты отдельно обязательно обсудим. Давайте начнем с того, что если человек, вот есть там Иван Иванов, который хочет обратиться к вам, на какой основе вы будете с ним работать, что ему для этого нужно сделать? У нас есть сайт, на этом сайте представлены те программы, которые мы уже сегодня реализуем, и можно записаться и пройти абсолютно бесплатно обучение, но кроме того у нас еще есть цифровая платформа. Цифровая платформа ЦОП также создана в рамках гранта, который выделило Министерство просвещения, и на этой цифровой платформе каждый желающий может собрать под себя программу обучения. Все образовательные организации профессионального образования, колледжи, которые есть в Республике Башкортостан, сейчас заводят данные на платформу, что они могут реализовать. Таким образом, каждый человек может собрать свою модульную программу для своей индивидуальной образовательной траектории. Возможно, один модуль будет реализовывать одна организация, другой модуль будет реализовывать другая организация, но тот продукт, который получится в итоге, будет отвечать запросам конкретного Ивана Ивановича Иванова. Вы сказали, что президент России Владимир Путин, по его распоряжению открываются такие центры. А глобальная цель какая? Глобальная цель – это, конечно же, способствование экономическому росту. Как мы знаем, кадры решают все, и именно сейчас говорят о технологическом прорыве, о необходимости экономического роста, тем более сейчас в такой сложный и достаточно кризисный период. В этом году мы уже включились в эту работу, мы реализовывали программу, сейчас закончилась ее реализация, программа профессиональной подготовки и переподготовки граждан, пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции, пройти обучение в 59 центрах обучения смогли 3550 граждан Республики Башкортостан. Они могли получить либо новую специальность вообще, либо повысить квалификацию в рамках той специальности, которая у них уже имеется. У нас большое, как я уже сказала, количество центров обучения, большое количество компетенций, которые мы реализуем, начиная от поварского дела и заканчивая облачными технологиями. Поэтому каждый мог выбрать для себя. Главное было подходить под критерии программы. В следующем году эта программа будет продолжена, поэтому следите за новостями на нашем сайте. Я думаю, что каждый там сможет найти для себя много интересного. Вы сказали, давайте про название «Центр опережающей профессиональной подготовки». Вот опережающий, какой базой вы владеете, кто их разрабатывал и почему именно, что вкладывается в это слово «опережающий»?
Ну, как я уже сказала, да, опережающий именно потому, что мы являемся фактически методическим центром системы профессионального образования региона. В систему профессионального образования входят все колледжи, техникумы Республики Башкортостан. У нас их 96. Поступая на первый курс, да, и начиная осваивать программу, к 4-му курсу у студента, ну, могут быть уже неактуальные знания и компетенции. Те программы, которые разрабатываем мы, они соответствуют тем стандартам компетенций, которые сегодня закладываются движением WorldSkills. И по выходу из колледжа студенты тоже сдают демонстрационный экзамен, подтверждая то, что они владеют той или иной специальностью, той или иной компетенцией на уровне международных стандартов. Поэтому опережающее — это значит соответствующее завтрашним запросам производства в этом смысле. Но мы не можем ограничиваться только студентами, поэтому мы работаем и уже с теми, кто включен в производственный процесс. Давайте продолжим разговор про инвестиционные проекты. Что здесь? Мы начали работать уже с несколькими ТАСЭРами, да, с теми производствами, которые заходят у нас на территории опережающего социально-экономического развития, для того, чтобы посмотреть, какие кадры в ближайшее время будут им нужны. Кроме того, что мы просто организуем переговорные площадки, опять-таки между колледжами там, и предприятиями, мы и сами включаемся в разработку этих программ. Пока эта работа только начата, но мы надеемся, что в 2021 году мы уже сможем этим производством дать первые кадры под запрос. Лица предпенсионного возраста и пенсионеры, по каким направлениям они могут получить знания? Здесь тоже у нас достаточно большое количество компетенций, начиная там, допустим, от дошкольного воспитания, да, это те, кто работают в садиках, и заканчивая там, в том числе IT-решения для бизнеса, поварское дело. То есть у нас существует перечень компетенций, который определен в Республике Башкортостан как компетенции приоритетные, компетенции востребованные. И в рамках этого мы реализуем программы, в том числе для граждан предпенсионного и пенсионного возраста. В этом году это было вот дошкольное воспитание, преподавание в младших классах, охрана труда, поварское дело и так далее, технологии моды. Ну, у нас не только ограничивается же вот центр подготовки кадров необходимостью не только в этой сфере, про которую мы говорим, но и в других направлениях экономики. Не планируется ли в дальнейшем, в перспективе увеличивать количество центров? Количество направлений. Здравоохранение. Вот коронавирус как раз выявил острую необходимость медиков. Не планируете ли в перспективе и вот на это переключаться? Это очень важный вопрос вы затронули на самом деле, потому что мы являемся подведомственной организацией Министерства образования. Образовательные организации медицинской направленности имеют другую ведомственную принадлежность, и поэтому, да, здесь у нас были пока не очень хорошо налажено взаимодействие, но в этом году, благодаря тому, что 2021 год – это год проведения в республике национального финала чемпионата WorldSkills, позволил нам очень сильно наладить межведомственное взаимодействие. У нас очень много медицинских колледжей вошли в региональный чемпионат WorldSkills, и я думаю, что в следующем году они тоже станут центрами обучения по компетенциям там, медицинский социальный уход, стоматология ортопедическая, лечебное дело. Это действительно очень востребованные сегодня специальности. Кира Валерьевна, ну мы понимаем, что благодаря и вашему Центру опережающей профессиональной подготовки кадров, и в целом чемпионату WorldSkills молодые профессионалы, да, в республике, вся система, она повышается совершенно на другой, на новый уровень. Вот как не упустить момент школьникам, родителям, вот какие рекомендации вы бы дали им, во что им нужно включаться и как находить себя в этой системе? Ведь все-таки это и затем влияет на принятие на работу ведущей компании, да, но и получение компетенций, которые сделают их лидерами и теми, кого действительно возьмут на работу. Действительно, сегодня очень много зависит от самого школьника, от самого ребенка. Мы реализуем проект, который называется «Билет в будущее». Мы являемся региональными операторами этого проекта на федеральном уровне. Им вновь является Союз WorldSkills. Это профессиональные пробы. Да? Для того, чтобы понять, что тебе интересно, нужно попробовать, пощупать руками, сделать это. Да? Если это стоматология ортопедическая, значит что-то там слепить, какие-то слепки зубов. Если это поварское дело, приготовить. Нужно включаться в этот процесс, нужно приходить на площадки, а площадки расположены именно на базе профессиональных образовательных организаций, то есть колледжей, смотреть на ту материально-техническую базу, которая сегодня есть в колледжах, а она очень неплохая. В последнее время колледжи
получают существенное финансирование, в том числе и благодаря федеральным грантам, да, смотреть, выбирать, узнавать, какие требования предъявляются, да, но в целом, если мы говорим о том, что нужно сделать для того, чтобы точно поступить на ту специальность, которую ты хочешь выбрать, да, нужно хорошо учиться, потому что в колледже республики на сегодняшний момент существуют единые правила приема, которые установлены на федеральном уровне, и эти правила приема говорят о том, что поступают все по среднему баллу аттестата на любую специальность. То есть чем выше ты будешь в рейтинге, чем больше у тебя будет пятерок, тем выше вероятность, что ты поступишь на ту специальность, которую ты выбрал. Поэтому в первую очередь нужно хорошо учиться и успевать по всем предметам. Кира Валерьевна, спасибо вам большое. Можно говорить об этом часами. Я думаю, что попозже мы запишем еще одно интервью. Спасибо вам большое. С нами была Кира Галямова, руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки кадров Башкортостана. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.